Доброе утро! Начинаем новый рабочий день вместе с «Утро Якутии». Просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Новый день с вами встречаем мы, Полина Долинская и Павел Танин. И вот о чем сегодня мы вам расскажем в течение нашего эфира. Спасти и сохранить дистанционные мошенники похитили у якутян почти 70 миллионов рублей. Мошенники крадут деньги у граждан, используя множество преступных схем. Как сохранить ваши сбережения, поговорим об этом с нашим гостем. 20 апреля ежегодно в Российской Федерации отмечается Национальный день донора. Как стать донором и как вообще правильно сдавать кровь, поговорим об этом. А впереди выходные, это значит, что есть отличный повод сходить в кино. Вас ждут новинки проката и фильмы. И босиком по всей стране 80-летний пенсионер из Новосибирска пробежал 100 марафонов без обуви. Обо всем этом мы поговорим в течение нашего эфира. Будьте с нами на прямой связи. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылку на который вы увидите на своих экранах, и узнавайте последние актуальные новости. А прямо сейчас По традиции, я думаю, наверное, самая интрига уже последних дней. Какая же погода нас за окном ждет? Давайте об этом поговорим. Давайте об этом узнаем. И по данным на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 2,7 градусов со знаком минус. В Заречной группе минус 2, минус 15 градусов. В южных в это утро минус 8 в Нерюнгри, минус 10 градусов в Алдане. В Вилюйской группе от 10 до 17, в Нижнеленских 10, в западных 5-10 мороза. В Колымо-Индигирской группе улусов в это утро теплее всего в Чирском, плюс 1 градус, минус 20 градусов в Чукурдахе. В Янских 18-25, на северо-западе 17-26 мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила минус 3 градуса. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный дует со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают мокрый снег, вечером также снегопад. Ветер северо-западный с порывами от 4 до 9 метров в секунду и днем плюс 1, плюс 3 градуса тепла. Ну, на самом деле, вот если говорить о ситуации, за все годы, что я живу в Якутске, а я всю жизнь живу в Якутске, вот такого, чтобы на часах у меня, я специально купил часы, показывающие дату, 20 апреля, чтобы снег лежал на улицах, ну, такого я не видел никогда в жизни. Кстати, сегодня, 20 апреля, по одной из народных примет нужно смотреть за погодой. И какая погода за окном 20 апреля, такая она будет и 20 сентября. Но более подробно о датах, которые отмечаются сегодня, мы узнаем далее в нашей постоянной рубрике. На календаре 20 апреля. Сегодня отмечают Национальный день донора в России, День китайского языка, один из праздников ООН. По народному календарю вечером смотрели на небо, обязательно через окно. Если звезд много, то в лесу будет также много грибов и ягод. Считалось, что какая погода в этот день, такая же она будет и 20 сентября. События в этот день. 20 апреля 1656 года в России взамен серебряных монет появляются медные деньги. В этот день опубликован первый в истории и литературе детективный рассказ «Убийство на улице Морг» Эдгара По. Также в этот день вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири. Довольно значительное число крестьян решило мигрировать, чтобы получить землю. Причем было два потока переселенцев – государственный, принудительный по инициативе правительства, и вольнонародный. 20 апреля 1920 года хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр. В этот день была образована Юго-Осетинская автономная область в составе Грузии. В этот день родились Евгений Оболенский, русский князь, декабрист. Наполеон III, президент и последний император Франции. Александр Лебедь, российский политический и военный деятель. Вячеслав Фетисов, советский хоккеист, олимпийский чемпион, российский государственный деятель. Именины в этот день отмечают Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр. По информации МВД Республики, с января по март дистанционные мошенники похитили у якутян почти 70 миллионов рублей. Их жертвами за этот период стали 560 человек. Мошенники крадут деньги у горожан, используя множество преступных схем. И недавно Банк России заявил новую схему, когда злоумышленники крадут деньги с банковских счетов граждан через использование данных банковских карт.
Как такое возможно, расскажет гость нашей студии. В гостях у нас Антон Коноплев, управляющий отделением Банка России по Республике Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Да, Антон Анатольевич, расскажите, в чем заключается эта вот новая мошенническая схема, чтобы быть, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Да, это действительно новая схема. Банки, идя навстречу своим клиентам, развивают сервисы, предоставляют максимально удобные, надежные схемы. И одна из схем выглядит так. Клиент в программе удаленного доступа к своим счетам формирует QR-код, а потом подходит к банкомату, считывает этот QR-код, и банкомат ему сразу выдает наличность. Это упрощает доступ, это делает, значит, вот набор вот этих секретных кодов доступа к карте, значит, это можно сделать незаметно уже на телефоне. Но мошенники решили пользоваться такой схемой, они звонят гражданам, значит, вводят их в какое-то состояние, пугают, может быть, и просят направить им этот QR-код. После чего просто человек не подозревает, что за этим что-то стоит, а мошенники просто сами предъявляют этот QR-код и снимают наличность в банкомате. Просто подходит к банкомату? Да, уже со своего телефона, а банкомат, в общем, не понимает. То есть уже все вот эти вот данные, номер карты, 3 цифры на обороте, их практически уже не нужны мошенникам для того, чтобы обманывать граждан. Получается так, что все эти данные, они в QR-коде уже вставлены. То есть Как себя обезопасить? Обезопасить себя, с одной стороны, очень просто. Да? Это не передавать никому свои персональные данные и данные своих платежных инструментов. Это номера карты, это фамилия, срок действия, и, конечно, вот этот секретный код на обороте. Тем не менее, про мошенничество говорится очень много и профилактических мероприятий, про бесед. Вот мы с вами сейчас разговариваем. Это тоже, опять же, не первое какое-то интервью в нашей студии по поводу именно дистанционного мошенничества. Почему люди все-таки продолжают как-то попадаться на эти схемы? Верят мошенникам? Верят мошенникам. К сожалению, да. Число этих случаев не уменьшается. Каждый день несколько случаев происходит. Люди теряют где-то от 2 до 5 миллионов ежедневно. То есть это большая сумма. Как это происходит? Мошенники, конечно, не стоят на месте. Они используют такие продвинутые подходы, социальную инженерию. То есть звонят, представляются, обращаются по имени и отчеству. Человек сразу как-то, как будто считает, что тот человек на той стороне провода его знает. На самом деле это не так. И вот этому звонку надо точно так же не доверять, как подошедшему на улице человеку. Вот это первый барьер. Да? Человек сразу, и мошенники сразу его проходят. Человек начинает с ними разговаривать, что-то рассказывает, они спокойно вводят его в какое-то состояние. Например, могу привести пример. Мне вчера звонил молодой человек, говорит, вы подали заявку на смену телефонного номера. Телефонный номер, на который приходят смс-ки. Да? Я говорю, я ничего не подавал. Он говорит, я же вижу заявку. Я говорю, я не подавал, там заявки не может быть. Он говорит, и что мне делать с этой заявкой? Я говорю, не знаю. Он говорит, я тогда ее пропускаю. Я говорю, пропускайте. Здесь я хочу отметить какую деталь. Кредитные организации находятся под надзором Банка России, и Банк России очень большое внимание уделяет информационной безопасности. Выпущены стандарты безопасности, да, мы, осуществляя надзор, контролируем исполнение этих стандартов. То есть информационная система банков построена очень надежно, с большим запасом, постоянно обновляется, и их эксплуатируют специалисты. Да, поэтому гражданам следует помнить, что мошеннику просто так попасть со стороны и что-то там сделать, перевести деньги куда-то, направить, добраться до счетов очень трудно, очень трудно. То есть поэтому они заходят через пользователя, через владельца счета. Поэтому что здесь нужно сделать? Нужно не верить тому, кто звонит, и сразу прекращать разговор. Это самый простой путь. Что бы я хотела сказать по поводу звонков. Одно время мы часто повторяли о том, что если вам звонят из банка, нужно прекратить беседу и позвонить в сам банк по номеру, который указан на банковской карте. Но сейчас мошенники шагнули дальше, и уже может тот же самый номер Сбербанка, 900 или 9000, высвечиваться на экране, а это мошенники. Да, здесь надо различить ситуацию. То есть у нас до внесения изменений в законодательстве мошенники могли подменять телефонный номер.
Сейчас операторы связи обязаны это дело пресекать, и подмена номера запрещена. Поэтому, если посмотреть статистику, то сейчас такие звонки с подменой номера, ну, от номера 900, например, как сервисный номер Сбербанка, такие звонки осуществляются через социальные сети. Вот там пока это еще возможно. Там логотип кредитной организации, номер кредитной, вот этот телефонный номер кредитной организации, да? И человек вроде как видит, что ему звонит банк, действительно. Вот. Банки не звонят через социальные сети. Это точно. А есть, может, еще какие-нибудь, грубо говоря, универсальные способы распознать? Вот, допустим, одна такая житейская мудрость, которую мне сказали, она, мне кажется, очень помогает, что банки, как правило, ни при каких условиях вообще в принципе не будут звонить клиенту, если они не хотят ему предложить какой-то финансовый продукт. То есть по таким вопросам вряд ли они будут звонить. Да, именно так. Вот банки, конечно, звонят клиентам, но потому что они проводят какие-то опросы, потому что вы, например, недавно действительно пользовались услугами банка, они хотят получить обратную связь. Это, наверное, нормальная практика. Это первое. Второе, банки продвигают свои продукты, они же все-таки работают в рыночных условиях, и им нужно продавать. Это второе. Но когда звонит человек и интересуется вашими деньгами, говорит о ваших деньгах, что с вашими деньгами что-то случилось, то есть вводит человека в состояние обеспокоенности сначала, а потом страха. Вот. Это вот как раз первый признак того, что с вами разговаривают мошенники. Какие еще методы психологического давления используют мошенники? Собственно, их два мотива. Да? Первый — это страх, то есть вывести человека на то, чтобы он вот как бы от страха перестал соображать, что называется. Да? Это вот там процедура такая длинная. Второй мотив — это вот, жадность. То есть человек, например, посмотрел где-то на сайте на каком-то интересную информацию, его как бы отследили или сделал звонок, что вот, а это что такое? Это быстро заработать. В первую очередь заработать, сейчас вот криптовалюты, здесь я хотел бы сказать, что криптовалюты — это такой инструмент, за который Банк России не отвечает. Обращение криптовалют на территории Российской Федерации пока не легализовано. Вот, то есть это не деньги, это некая сущность такая, да, которая вот живет в цифровом мире. Поэтому вот предлагается, вот много такой информации, что можно заработать на криптовалютах. Люди очень сильно на это ведутся и клюют на эту уловку. Что предлагается? Перевести деньги куда-то, на какие-то счета, на какие-то там, непонятно. Условному брокеру. Поэтому тут два момента. Первое, либо вас будут пугать, либо вас будут завлекать. Угу. В принципе, третьего не дано. Еще есть такой момент. Одно дело, когда тебе звонят и хотят украть уже имеющиеся у тебя деньги, и совсем другое, когда много историй тому подтверждения, что пенсионеры оформляют займы для того, чтобы их передать мошенникам. Да, такие, к сожалению, случаи есть, но это все идет от того, что вот сейчас действует очень распространенная схема. Звонят человеку, пугают его тем, что идет встречный кредит, что вот его деньги с его счетов пытаются куда-то перевести, и чтобы это защитить, надо оформить встречный кредит, и этот встречный кредит закрывать. Вот, поэтому на это вестись не надо, следует отказать, положить трубку, позвонить в банк, узнать текущее положение вещей. Оператор однозначно вам скажет, что это были мошенники. Антон Анатольевич, спасибо большое, что в эту профбеседу нам провели, такую не профбеседу, а ликбез в очередной раз. Я думаю, он будет полезен. Я думаю, что это позволит в дальнейшем избежать таких вот показателей неутешительных, 70 миллионов на 560 человек. И желаем удачи в вашей работе. Ну а прямо сейчас короткая пауза, после которой мы вернемся. Коллеги, доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Получить льготный кредит теперь можно не только на покупку, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию недвижимости для промышленного производства. Напомним, кредиты в рамках программы «Промышленная ипотека», которую запустили в прошлом году, выдаются на срок до 7 лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка ниже 3%. Максимальная сумма кредита – 500 миллионов рублей. Раньше получить льготный кредит можно было только на покупку недвижимости для промышленного производства. Теперь деньги дадут и на строительство, модернизацию или реконструкцию таких объектов.
В России выявлены случаи заболевания под вариантом коронавируса, получившим название Арктур, который, по предварительным данным, является более заразным, но протекает в легкой форме, сообщили в Роспотребнадзоре. В базу внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, которые ранее выявили в Индии. По предварительным данным, Арктур может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что введение каких-либо ограничений из-за обнаружения нового подварианта не требуется. Утвержден порядок обеспечения граждан медицинскими изделиями с функцией дистанционной передачи данных. В России с начала года реализуется пилотный проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациента на платформе «Персональные медицинские помощники» с использованием дистанционных высокотехнологичных устройств и сервисов. Для этого пациент, находящийся под диспансерным наблюдением, с его согласия получает соответствующий прибор. При этом между человеком и медорганизацией заключается гражданско-правовой договор по типовой форме. Отмечается, что техническое обслуживание приборов организуется поликлиникой. По завершению дистанционного наблюдения гаджет подлежит возврату. Камеру видеонаблюдения установили на переправе Якутск-Нижний Бестях. Она будет фиксировать попытки несанкционированного выезда на лед. В управлении автомобильных дорог республики отметили, что за выезд на закрытые ледовые переправы гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А для юридических лиц размер штрафа составит от 100 тысяч до 1 миллиона. Напомним, ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях закрыта с 15 апреля. По соглашению, заключенному между администрацией муниципального района Мегино-Кангаласский улус и управлением автомобильных дорог Республики Саха-Якутия, в этом году установлена камера по фотофиксации нарушений, то есть несанкционированного выезда автотранспорта на ледовую переправу. Хочу напомнить о штрафах существующих. Так, по законодательству для физических лиц предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. На должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей и на юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Данная камера будет работать в период закрытия переправы, сроки по графику до 12 мая. Завершился прием заявок на гранты главы Якутии на развитие гражданского общества в этом году. Всего по 16 грантовым направлениям поступило более 400 заявок. По результатам конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом софинансирования фонда распределят более 117 миллионов рублей. Итоги будут размещены на портале grants.yakutia.click до 23 июня. Реализация проектов начнется с 1 июля. Напомним, гранты главы Якутии учреждены в 2020 году главой республики Айсеном Николаевым. Конкурс проводится ежегодно Министерством по делам молодежи и соцкоммуникациям республики. Были очень много, на самом деле, заявок подано по таким популярным направлениям, как патриотика, добровольчество. Отдельно были отмечены, популярны также направления, связанные с поддержкой семьи, материнства и детства. Ну и традиционно, естественно, много заявок по молодежной политике и поддержке гражданского общества. Сейчас, получается, министерство осуществляет первичный отбор на соответствие основным требованиям конкурса. Потом приступит к оценке 40 независимых экспертов. Когда речь идет о патриотизме, мы в первую очередь говорим о тех, кто на передовой, с оружием в руках защищает Отечество. Патриоты и те, кто в тяжелые времена не предпочел родине чужбину, кто искренне любит свою малую родину и душой болеет за развитие своего города, села, поселка. Семья, о которой мы сейчас расскажем, одна из таких.
Любовь и Станислав Доминовы помнят золотые времена, когда их поселок Лебединый гремел на всю страну. Ведь именно здесь в советское время внедрялись самые передовые технологии по добыче и обогащению золота. И тогда решение пойти по стопам родителей, горного инженера и техника, было вполне очевидным и предсказуемым. Отец поступил в техникум, тогда еще Алданский горный техникум. В 1942 году его на фронт забрали. Вернулся, в 1946-м закончил техникум. Мать в 1948-м закончила этот же техникум. И мы с братом тоже. С супругой Любовь Семеновной тоже свела судьба. Встретил в автобусе ее. Хотя учились в одной школе. Ну, младше училась, Я младше конечно. на 2 года. Ну, как-то на младших особо внимания не Не обращали. общались. А вот после армии только встретились. А чем она вас зацепила? Красотой? Ну, наверное. Здесь же, в Лебедином, создали семью, родились дочь, затем сын. Годы активной жизни, отданные любимой работе, развитию золотодобывающей промышленности Якутии позади. Сегодня население некогда большого рабочего поселка, насчитывающего более 2000 человек, сократилось более чем вдвое. Добыча золота прекратилась, промышленные предприятия закрылись, многие уехали. У нас была возможность уехать, конечно, да, там и квартира, и сад, и гараж, и машина, все было. Но нет, тянет сюда. Охота, рыбалка, грибы, ягоды. И это еще не все, чем увлекается сейчас чета Думиновых. До 500 считали, а теперь уже не считаем. И знаете, привозят отовсюду привозили, конечно. Кто едет в отпуск, значит, мы дарим, нам дарят тоже. И, конечно, приятно. Помимо зажигалок, кстати, увлечение началось после избавления от вредной привычки курения, глава семьи собирает шариковые ручки. Занимался переплетом книг и журналов, а с недавних пор появилось еще одно занятие – поделки из дерева. Начал делать вот такие поделки. Это вот крючочек для, допустим, вот так на стеночку. Вот они у нас, кстати, здесь есть, у нас и в бане везде. Вот так прикрепляется. И, пожалуйста, и полотенечко повешать. Здесь вот все разнообразно. Вот это вот типа, значит, вот я могу блинчики, значит, сделать, помешать, причем хорошо очень разбивается. Вот это вот веселочка, тесточка там тоже подбить. Что-то перевернуть. Все свои поделки Станислав Данилович дарит друзьям, родственникам, знакомым. Еще одна страсть супругов – огородничество. Поэтому с нетерпением ждут весну и выращивают рассаду на подоконниках. Сидеть без дела и почивать на лаврах не в их характере. Любовь к земле, на которой живут, заставляет переживать за будущее своего поселка и его жителей. В планы по разработке нового золоторудного месторождения, а также развитию туризма в Лебедином Думиновы верят. Уникальное месторождение. Если его начать разрабатывать, конечно, рабочих мест, естественно, прибавится. С этой стороны, да, это плюс поселку будет. Рудник надо поднимать. И тут много разговоров ушло вот строительство, горно-лыжный спорт. Но это все пока что так, на словах. И все же старожилам поселка искренне хочется верить, что былая слава Лебединова еще вернется, и они будут свидетелями возрождения поселка, с которым связана вся их жизнь. Туяра Филиппова, Семен Афанасьев, Алданский район. Босиком по всей стране 80-летний пенсионер из Новосибирска пробежал 100 марафонов без обуви. Спортом мужчина занялся только в 41 год, когда поступил в Новосибирский колледж физкультуры и спорта и стал тренером по спортивным играм. На этом Чудинов не остановился и в 51 год окончил Сибирский университет физической культуры в Омске, после чего начал работать тренером по плаванию. Свой первый забег мужчина пробежал в 46 лет без подготовки, преодолев 42 километра. По словам Чудинова, первый марафон он бежал в стареньких кедах, а из-за этого обувь была она неудобная, а дистанция ему далась нелегко. Денег на кроссовки не было, поэтому мужчина решил взять пример с эфиопского бегуна Абебе Бикилы, который побежал всю дистанцию на олимпийском марафоне 60-го года босиком и победил. С непривычки тренировки давались непросто, но сибиряк не сдавался, и со временем ноги привыкли к нагрузке. Бег стал частью жизни мужчины, а постоянное участие в марафонах – любимым занятием. Ну, я решил, думаю, марафон это что-то интересно все-таки. Смогу я попробовать силы свои, удастся ли там мне пробежать или нет. И со всеми побежал. После того я решил и дальше
участвовать в соревнованиях уже босиком. А на следующий год открылся первый сибирский международный марафон в Омске. Тут мне это понравилось, что думаю, так что надо потренироваться, потренировался и поехал туда. И там я решил бежать босиком, потому что кроссовки дороговатые, денег у меня маловато было, так как я один жил, никого нет, ни семьи, никого нет. Вот в 90-м году я начал бежать босиком, а потом было очень вообще это без привычки, я ж никогда босиком так не тренировался, но я все-таки преодолел. Чудинов участвовал в соревнованиях в городах по всей России, включая Омск, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск и Москву. Дистанции пролегали как по ровным, так и по скалистым местностям, так летом и зимой. В 1995-97 годах мужчина участвовал в Екатеринбургском кроссовом сверхмарафоне Укстукские горы. Третий раз ему удалось пробежать 100 километров. В 2010 году Чудинов попал в Книгу достижений спортивных объединений Российского комитета регистрации рекордов планеты за преодоление 85 марафонов без обуви. К 2018 году спортсмен стал участником уже 100-го забега. На данный момент марафонскую карьеру мужчина завершил, но продолжает бегать для себя. Ну, Вот такой замечательный мужчина, во-первых, закаленный, во-вторых, он очень импозантный, в-третьих, он настолько бережет свое здоровье и подает пример подрастающему поколению, что вот таких нужно действительно стать примером. Ну, а говоря про то, что бежать босиком, вообще ходьба босиком, я вот где-то слышал информацию, не буду ручаться, что она научно подтверждена и так далее, что почему полезно ходить босиком, потому что нога, она, в принципе, считывает поверхность, на которую ты ступаешь, ну, то есть все неровности А и еще так там далее. биологически активная точка. И, соответственно, она начинает как-то грамотно распределять нагрузку на себя. То есть сохраняется спина, ноги, суставы и так далее при ходьбе, ну и, соответственно, беге босиком. Но это, опять же, не подтвержденно научно. Я не видел подтверждения научного этой теории, но вот говоря просто про бег босиком. Ну а говоря про спорт в целом... Есть такие виды спорта, где босиком, кстати, тоже тренируются, и нет такого города в России, где нет школы дзюдо. Настолько популярен стал этот вид спорта. В Уснере клуб восточных единоборств открылся 3 года назад. Как сегодня тренируются мальчишки, чем гордятся и о чем мечтают, узнавали наши корреспонденты. Тренирует ребят мастер спорта СССР по дзюдо Александр Зинкевич. Требовательно и серьезно. Мы на трех турнирах были. На городском, на области, на Кубке губернатора мы были. То есть вот так вот. С этих турниров мы привезли 8 первых мест. 8 первых мест. Вторых, третьих мест мы привозили. Ну, это опыт, ребят. Мы всего год только выезжаем, это очень мало еще. Но мы будем расти, учимся на своих ошибках. Это здорово, конечно. Ну и каждый выезд на турнир – это незабываемо для детей, как говорится. И развлечения разные там. Ну и, конечно, эмоции на соревнованиях. Это... Ну, надеемся, что в Якутске будут турниры. Так что мы снова поедем. Нас приглашают, ждут там нас. Так что вот так вот. Хочется отметить, что девочки нисколько не уступают мальчикам. Даже самая младшая дошкольница Ясмина занимается, заметьте, с 4 лет. Виолетта трижды ездила на турниры в Магадан, в ее копилке 4 первых места. Я пришла на дзюдо, мне так понравилось. Я делала, у меня все потихоньку получалось, и мне понравилось это все делать. А тебе не больно падать? Нет. Ты уже привыкла или ты правильно падаешь? Привыкла. 4 первых места. Первый на «Динамо», второй на Кубок губернатора и третий на столетие «Динамо». 4-й также на столетие «Динамо», но уже в другой категории. Родители радуются моим победам и гордятся мной. Пояс спортсмена – своего рода знак отличия, мастерства. Его нужно заслужить упорными тренировками. Скажи, пожалуйста, у тебя, я смотрю, оранжевый пояс. Это за что тебе там? За то, что я 2 раза выиграл на турнире. А какие турниры? Расскажи подробнее. По Магаданской области. Клуба «Динамо». 2 турнира. У тебя серьезные были соперники? Да.
Я ездил на 85-летие Колымского совета «Динамо», Кубок губернатора Магаданской области и 100-летие «Динамо». И как выступал? На 85-летие Колымского я ничего не занял. На Кубке губернатора 3-е место, и благодаря этому я получил желтый пояс. А 100-летие «Динамо» тоже ничего не получил, к сожалению. Здесь все по-взрослому, поэтому верится, что пройдет совсем немного времени, и мы услышим имена молодых чемпионов по дзюдо. Это будут знакомые нам имена. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. А 20 апреля сегодня ежегодно в Российской Федерации отмечают Национальный день донора. Дата приурочена к проведению первого удачного переливания крови в России 20 апреля 1832 года. Петербургский акушер Андрей Вольф спас женщину, у которой во время родов началось сильное кровотечение. Роженице была перелита кровь ее супруга. И в России ежегодно в переливании крови нуждаются около 1,5 миллиона человек. Это более 4000 человек ежедневно. По информации Минздрава Российской Федерации, в 2016 году общее число доноров в стране превысило 1,4 миллиона человек. Из них 98% сдают кровь бесплатно. Доброе утро! Научными исследованиями доказано, что сдача крови в дозе до 500 мл совершенно безвредна и безопасна для здоровья человека. Периодические донации крови оказывают благоприятное стимулирующее воздействие на организм донора. Как подготовиться к донации? Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую, копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы. Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, за исключением авокадо, свеклы и бананов. За 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. За час до процедуры донации следует воздержаться от курения. Лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем лучше переносится эта процедура. После 12 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам. Не следует планировать донацию после ночного дежурства или бессонной ночи. Не стоит планировать сдачу крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, на время особенно интенсивного периода работы. Будьте здоровы! Мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. И сегодня представим вам 8-летнего Виталия. Добрый, искренний, позитивный мальчик очень нуждается в заботе и любви, которые он обретет в семье. Знакомьтесь, Виталий. Ему 8 лет. Я люблю рисовать, лепить. А в школе у тебя какие любимые предметы? Русский, литературное чтение, окружающий мир и технологии. Виталий старательный и усидчивый мальчик. У нас Виталий обходительный, легко выходит на общение с ребятами, старается учиться. Кроватку сам заправляет, на диалог хорошо выходит, любознательный, помогает в уборке. Ходит он на кружок у нас, лепить любит очень хорошо. Лепка – любимое занятие Виталия. Он сам придумывает то, что будет лепить, делая это с удовольствием и большой фантазией. Виталий добрый, открытый и любознательный мальчик. Он легко общается с людьми, проявляя живой интерес ко всему происходящему. Виталий стремится достичь поставленной цели. Нравится Виталию занятия в компьютерном классе, где он может также играть в любимые игры. Виталий общительный и позитивный ребенок. У него много друзей. А больше всего мальчику нужна дружная семья, любящие и заботливые приемные родители.
История на выезде. Крупнейшая в России выставка ретро-автомобилей открылась в Санкт-Петербурге. На выставке, которая проходит уже в 33-й раз, собраны редкие модели автомобилей, мотоциклов и автобусов. На кадрах посетители мероприятия рассматривают отполированные до блеска экспонаты и исследуют салоны некоторых машин. В этом году выставка стала рекордной по объему и количеству экспонатов для комфортного размещения более 250 ретро-машин. Понадобился зал площадью 13 тысяч квадратных метров. Посетители увидят автомобили-актеры из гаража киностудии «Ленфильм», автобусы представителей музея пассажирского транспорта, классику советского транспорта и американские машины середины 60-х, 70-х годов. Представительная выставка. Выставка в равной степени посвящена старинным автомобилям и мотоциклам, которые на ней чуть больше, чем обычно представлены. Наверное, главная экспозиция – это стенд музея гаража особого назначения с мотоциклами почетного эскорта ВСУ России. Мы пришли посмотреть, что было раньше при нас, когда в нашей молодости, на чем мы ездили сами. Больше всего понравились автомобили именно советские, да, ГАЗ, Волга там и так далее. То есть, именно как часть истории прикоснуться в таком ключе. Добавим, что экспонаты на эту выставку ретро-автомобилей съехались со всей страны. Кроме железных гостей из Москвы, представлены также экспонаты из Уфы, Екатеринбурга, Тольятти, Новгорода, Рузы, а также многих подмосковных городов. А с 27 по 29 апреля на базе учебно-лабораторного корпуса Малой академии наук Республики Саха-Якутия пройдет республиканский форум «Будущие интеллектуальные лидеры». На форум соберутся 100 лучших школьников республики, имеющих статус действительных членов и членов-корреспондентов Малой академии наук. Что это означает, кто удостаивается этого звания и какое преимущество дает это членство, сегодня нам расскажут наши гости. В гостях у нас Александра Яковлева, проректор по научно-методической работе Малой академии наук Республики Саха-Якутия, и Илья Бецанич, ученик 11 класса школы номер 25, действительный член Малой академии наук Республики Саха-Якутия, обладатель гранта для одаренных и талантливых детей республики. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вначале, как говорится, сказала А, говори Б. Расскажите, пожалуйста, о предстоящем событии, с какого года вообще оно готовилось, этот форум, и вообще с какой целью проводится? Форум у нас проводится с 2016 года, когда было принято постановление правительства нашей республики о стипендиях, о грантах Малой академии наук. И с этого года мы начали общаться уже с лучшими школьниками нашей республики на этом мероприятии. Но как само слово «форум» говорит, со времен еще Римской империи, получается, это форум, это было место, где можно было собраться, обсудить какие-то вопросы и так далее. С этой точки зрения мы подумали, что форум может стать такой открытой площадкой, где наши школьники, единомышленники будут собираться и обсуждать какие-то вопросы, связанные с развитием Якутии, думать о своем каком-то личностном развитии, в таком формате открытого дискутирования каких-то волнующих молодежь вопросов. Такое мероприятие нами проводится. Что нынче волнует молодежь? Илья, наверное, лучше в этом разбирается, Тогда я вопрос к тебе. Во-первых, расскажи о себе и что для тебя значит это членство в Малой академии наук. Членство в Малой академии наук дает на самом деле многое. То есть, как-никак, я знакомлюсь, получается, с детьми из всей республики, которые проявили себя по тем или иным направлениям, не только науки, но и техники, также машиностроение, как недавно говорилось. И на самом деле познакомился за столько времени с многими действительно, извините, крутыми детьми. Они очень мне понравились. И само по себе членство дает мне возможность проявить себя и свои возможности. То есть дети могут показать то, что
я молодец, я все добьюсь. Так вот, все-таки вопрос, чем сейчас живет наша молодежь? Какие вопросы у нее насущные? Ну, я думаю, что любой молодой человек, особенно этого возраста, да, его волнует его будущее, кем он станет, как он может развиваться, да, дела личные, любовные там и так далее, да, это все, что человеческое не чуждо, это, так скажем, да, мы молодежи тоже не чуждо, поэтому мы в рамках этого мероприятия стараемся, чтобы часть каких-то мероприятий была связана с познанием себя, поэтому мероприятия, связанные там с формированием позитивных каких-то целей, с развитием своего личностного, эмоционального интеллекта и так далее. Ну вот мы очень такой вопрос, может быть, даже скорее себе задали с надеждой получить ответ у вас. Да, вот, есть члены-корреспонденты. А в чем разница, по каким критериям вообще отбираются и что это детям дает, вот эти титулы, звания, как правильно назвать? Действительные члены и члены-корреспонденты, они выбираются по рейтингу. Первые 100 школьников – это действительные члены, а следующие 100 – это члены-корреспонденты. Критериями у нас стали это результаты участия в различных конференциях, это участие в олимпиадах, это обладание патентами на какие-то вот свои интеллектуальные разработки, научные публикации, да, и все вот эти позиции, они выражаются в баллах. Мы их достижения подсчитываем, получается, да. В этом году мы посчитали достижения по 490 школьникам, которые подали заявку на этот конкурс, да, и из них вот отобрали, получается, 200 детей. Ну, максимальные баллы у нас получились больше 1000, минимальные это порядка 165 баллов. Ну, последний Хорошие человек, такие показатели. Да. Илья, какими своими достижениями ты гордишься больше всего? Скорее всего, я считаю, что все достижения, как-никак, это уже показать то, что я что-то сделал большое. И определенно не могу сказать, что какой-то именно один, скорее несколько. Конкурс имени Вернадского стал лауреатом. В Москве вот в этом году в марте летал с нашей школой и занял тоже первое место. Тоже рад. Также поучаствовал в международном этапе «Шага в будущее». Так что какой-то определенный, могу сказать, скорее все для меня они очень значимы. Ну, достижений очень много. А чем Насыщенная тебя... такая жизнь. Да. Когда перечислил, я так посмотрел, за ретроспективу на себя сделал. А как же русский медвежонок, Олимпиада? У меня было кенгуру единственная жизнь. У меня был медвежонок. Ну вот, Илья, а чем тебя привлекает вообще наука? Тем, что наука — это будущее. То, что все, что вокруг нас окружает, это как-никак наука, кем-то было сделано, выявлено и сконструировано, и дано, так скажем, на руки, чтобы мы могли все это пробовать. Вот, если вот такую мысль интересную ты выдвинул, да, что все вокруг нас, оно было кем-то придумано, кем-то сделано, сконструировано, ты с наукой на «ты», можно сказать. Какие-то вот планы на будущее у тебя есть? Может быть, есть какая-то мечта там однажды придумать что-то, ну, конкретное, может быть, что-то? Так как я собираюсь после 11 класса поступать на биолога и гидробиолога, то в планах у меня скорее развить гидробиологию по России, потому что ее очень мало изучают, к сожалению, очень мало экспертов, и классифицируется прям не так обширно, поэтому хотелось бы, чтобы как дети, так и я смогли что-то сделать более значимое в этой науке, потому что она действительно очень интересна. Александра, а вот будущие интеллектуальные игры этого года, чем они отличаются от предыдущих форумов? Ну, традиционно как бы существует 3 направления, да, в этом мероприятии с 2016 года. Это первое, чтобы школьники знакомились с развитием Якутии. В прошлом году, например, в формате игры они обсуждали образ Якутии 2030. В этом году это будет открытый разговор с заместителем министра экономики Афанасьевым Александром и с
сотрудником, да, корпорации развития Христофоровым Александром. То есть направление остается, а мероприятия ежегодно они меняются, да, получается. Второе направление – это мероприятия, связанные с развитием, да, личностным ростом каждого школьника. Ну, это могли быть, в прошлом году это был нетворкинг, как бы собрание каких-то, ну, как сказать, да, команд своих и так далее, да, личностное такое вот командное общение школьников. В этом году это вот занятия, связанные с развитием интеллектуального, да, эмоционального интеллекта, ну и различные тренинги. Ну и третье направление – это профориентационное направление, потому что мы все-таки собираем школьников, которые пытаются вступить в взрослую жизнь и понимание вот, профессиональной какой-то своей карьеры будущей, да, понимание востребованности каких будущих профессий, в общем-то, очень значимо. Поэтому в этом году профессиональные пробы, они пройдут вместе с Центром опережающей профессиональной подготовки. Ну, завершая нашу беседу, пожелания участникам форума, которые вот уже через... Нынешнем будущем. Нынешнем будущем. Ну, я хочу пожелать нашим академикам, чтобы они всегда были нацелены на развитие, потому что это только первый, как говорится, успех. Они уже готовы шагнуть в взрослую жизнь, и пускай у них стремление познавать все новое остается на всю жизнь. Большое спасибо. Ну и, конечно, желаю вам успехов на дальнейшем форуме, который буквально скоро уже начнется. Илья, таким, как ты, ребята, молодым и амбициозным, мы, конечно же, желаем дальнейшего развития. Спасибо. И, конечно же, ждем, когда ваши имена, славные мы, озвучим на всю нашу республику и будем этим гордиться. Спасибо. Ну а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Далее предлагаем блок новостей. Соглашением и коллективным договором смогут предусмотреть, что при направлении работника в служебную командировку ему гарантируют сохранение зарплаты вместо среднего заработка. Такой законопроект разработали в Госдуме. Сейчас время, которое работник проводит в командировках, оплачивают исходя из среднего заработка за предшествующие 12 месяцев. Но месяцы, на которые выпадает большее количество нерабочих праздничных дней, в январе, мае и ноябре, сумма, которую получает командированный, получается существенно ниже. Предлагается при направлении работника в командировку гарантировать ему сохранение зарплаты вместо среднего заработка, но только на основании соглашения. В Минтрансе заявили, что продолжают работу над продлением субсидирования полетов по России на летний сезон. В ведомстве также указали, что российские авиакомпании принимают меры по формированию доступных цен на билеты. С ноября прошлого года по март на субсидирование внутренних авиаперевозок из федерального бюджета выделено более 25 миллиардов рублей, указали в ведомстве и подчеркнули, что речь идет о выплатах за фактически выполненный пассажирооборот. Ранее в Минтрансе отмечали, что без субсидий авиакомпаниям стоимость перевозок внутри России может вырасти на 15-30%. Работа над продлением субсидий продолжается. За первый квартал в Якутии добыто более 5 тонн золота. За прошлый год предприятия региона добыли около 50 тонн. Перед промышленными компаниями республики поставлена задача сохранить достигнутый уровень. По итогам 5 лет прирост запасов золота в республике составил 229 тонн, а суммарная добыча достигла 196 тонн. Рост объемов производства обусловлен увеличением мощностей на предприятиях «Селигдар», «Полюс Алдан» и «Нерюнгри Металлик». На станции переливания крови продолжается неделя, посвященная Национальному дню донора в России. Сдать кровь на безвозмездной основе могут желающие старше 18 лет. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС, а также реквизиты банковской карты для перевода компенсации за питание. Перед сбором крови доноров осматривает врач и берет анализ на гемоглобин и группу крови. Сдавшим кровь при необходимости выдается справка об освобождении от учебы или работы с сохранением зарплаты за 2 дня.
Важно отметить, донорам необходимо явиться повторно для обследования через 4 месяца после сдачи крови. Если этого не сделать, кровь после 3 лет хранения утилизируется, не принеся пользы. Постоянные противопоказания – это прежде всего гемотрансмиссивные заболевания, то есть те заболевания, которые могут переноситься с кровью. Это гепатиты, ВИЧ-инфекция, сифилис, также обширные формы туберкулеза. А временные противопоказания – это в основном острые заболевания, а также хронические заболевания в период обострения. Люди, регулярно сдающие кровь, они меньше болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, меньше болеют гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца. После сдачи крови улучшаются обменные процессы в организме. Кроме того, обновляется кровь. Костный мозг вырабатывает новые клетки крови, то есть происходит обновление всего организма. В тепличном комплексе «Саюри» в этом году планируют произвести 2400 тонн овощей. В текущем году агрокомплекс выходит на свою проектную мощность. По итогам 3 месяцев комплекс выполняет план по производству с опережением на 16%. Это 704 тонны свежих овощей и зелени. Также этой весной в продажу ввели новый сорт огурцов, который отличается от базового большей длиной и иным вкусом. Продукцию агрокомплекса можно купить в более чем 150 торговых точках города. Напомним, круглогодичный тепличный комплекс «Саюри» является резидентом территории опережающего развития. Проект запустили весной 2016 года. Постоянно спрашивают, как вы там работаете, что, где, как. Действительно все растет, все зеленое, да, ты в зелени работаешь? Я говорю, да, у меня там джунгли, у вас тут зима минус 55, а у меня там джунгли, говорю. Все удивляются, тоже интересуются. Некоторые даже хотят, я вот даже некоторых своих друзей пригласил сюда работать. Им тоже понравилось, здесь мои тоже друзья работают по моему приглашению. Тоже понравилось, все работают. К этому часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Ну и потихонечку к завершению движется наш эфир, а значит, что на еще 1 час выходные стали ближе, и это значит, что будет повод отличный сходить в кино всей семьей. Вас ждут новинки проката и фильмы, которые уже успели полюбиться зрителям. Киноафиша на очереди. Ребят, как состояние? Работаем. Смотрите сегодня в кинотеатре «Лена» премьеру российской драмы «Вызов». Олег, слышишь меня? Небо все ближе, только руку протяни. 1,5 года назад на МКС стартовала первая кинематографическая экспедиция с художественными задачами. За 12 дней режиссеру Климу Шипенко, актрисе Юлии Пересильд и 3 космонавтам Антону Шкаплерову, Петру Дуброву и Олегу Новицкому предстояло отснять первый игровой фильм в космосе. Месяцы подготовки, поддержка Роскосмоса, заоблачные бюджеты. Готовился проект национального масштаба, призванный стать поводом для гордости на годы вперед. Премьера картины «Вызов» состоялась в День космонавтики, а на этой неделе фильм выходит в прокат. Один из вас полетит на МКС. А девушка-то зачем? По сюжету фильма неудачное столкновение с обломками спутника в открытом космосе привело к серьезной травме. Шансы эвакуировать с МКС пострадавшего без летального исхода ничтожны, а потому ЦУП решает пойти на эксперимент – отправить на орбиту хирурга, способного провести операцию в условиях невесомости. Отборы, тренировки, подготовка не только кандидатов, но и механизма медицинского вмешательства. Среди коллег-мужчин прочнее всего стоит на Земле Женя Беляева, которая совсем не стремится в космос, а чаще смотрит под ноги. Дома ждет дочь с непростым характером и проблемами в школе. По телефону звонит тревожная мама с нитевидным пульсом, а комом в горле вот уже несколько лет стоит трагическая смерть мужа в автомобильной аварии. Как ты думаешь, почему человеку так надо в космос? Потому что он существует.
Время 3 часа 43 минуты. Приступаю к операции. Ой, не ходить бы завтра в школу. Также в кинотеатре «Лена» продолжается показ якутской детективной драмы «Айта». Вторая часть приключенческой комедии «Бегун Былыра», а также драма «Почти как все». Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Вот таким интересным получился наш эфир, друзья. Доброго вам четверга, отличного настроения, ну и, конечно же, рабочей атмосферы в течение всего дня. Ну а мы с вами увидимся уже завтра. И будем постепенно встречать, в пятницу уже можно начинать встречать наступающие выходные. Этим мы займемся с вами завтра. Ну а на сегодня, как уже Полина все сказала, хорошего вам продуктивного дня и отличного настроения. Не забывайте про наш телеграм-канал, где помимо нашего эфира вы всегда можете найти много интересного и полезного. Увидимся завтра.